В 2021 году в Башкортостане 49 тысяч учеников добираются в школы на автобусах. За 3 последних года автопарк наших учебных заведений пополнили 443 новые машины. Глава Башкортостана Ради Хабиров на парковке универсального комплекса Уфа-Арена в День учителя вручает представителям школ со всей республики ключи от 114 новых автобусов марки ГАЗ и УАЗ. 114 автобусов уже пришли, до конца месяца ждем пазики. В торжественном мероприятии принимает участие глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Азат Шамилевич Бадронов, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Вакилович Хажин. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Дорогие друзья, добрый день. Извините, что мы вас побеспокоили, может, в этот праздничный день, но просто хотели вас пригласить сюда и вообще поздравить с Днем Учителя. Самым любимым, одним из самых важных праздников. И, конечно, вот это хорошее событие, передачу автобусов для наших детей мы решили сделать именно в День Учителя. Это символично и это справедливо. Мы очень признательны президенту нашей страны, который проводит программу практически в смены всех автобусов. Вот могу сегодня вам доложить, что у нас в республике не осталось автобусов сроком более 10 лет. То есть мы выполнили норматив, но мы будем дальше идти, все равно менять, потому что идут автобусы по линии федерального бюджета, из нашего бюджета. Нам это очень важно. И сегодня я вот, знаете, вот здесь вот стоят водители, очень тяжелый труд, я знаю, но я вас хочу всех поблагодарить за вашу работу, за то, что мы наших детей доверяем вам, вы их возите. Слава Богу, как говорится, мы без каких-то приключений. Почти 50 тысяч детей у нас, соответственно, передвигаются на школьных автобусах, поэтому вам огромное спасибо. Огромную армию наших школьников возите. Вам хорошего настроения, безопасной службы, работы безопасной и мира и добра всем вашим семьям. Всех с большим праздником. Еще раз говорю, с особым уважением хотел поблагодарить водителей автобусов. Я хорошо понимаю, это непростая работа, тяжелая. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Уважаемый Ради Фаритович, Азамат Шамилевич, Айбулат Вакилович, разрешите начать торжественную церемонию. Просим вас вручить ключи от новых школьных автобусов руководителям образовательных организаций. Ключи от школьных автобусов вручаются школе села Бурангулова Абдилиловского района, гимназии имени Тагира Кусимова, села Аскарова Абдилиловского района, школе села школе номер 1 села Соколы Бакалинского района, школе номер 1 Белорецкого Дуланский район. Гимназия Бичигутовская. Спасибо. Шумбай Палага, Басов гимназия. Рахмат Кагарибайджи. Шумбайлардан. Рахмат Кагарибайджи. Шурция Кагарибайджи. И он обещал, да, что они будут приглашены. И вообще шутки или что рамактер. Села Новосвет, Авликанского района. Гимназии села Висоготова. Дуванского района. Школе села Духовинского района. Школе села Субскулова. Ермекеевского района. Школе села Арсенова. Спасибо, спасибо большое. От имени родителей, от имени всего педагогического коллектива, спасибо большое вам. Школе села Кушбах. Рахмат. Школе села Кюмеева, Илишевского района. Школе села Салихова, Шамильского района. Школе села Ишимбайского района. Школе села Ишимбайского района. Как там наш глава работает? Хорошо. Довольны. Школе имени Чубанкина, села Кармасова, Москалинского района. Школе деревни Мишкинского района. Школе деревни Мишкинского района. Школе номер 2 села Киргиз Миякинского района.
В школе села Миякитамат, Миякинского района. В школе села Пайкина, Нуриманского района. В школе села Красная Горка, Нуриманского района. В школе села Мусалимкина, Салаватского района. Спасибо большое. В школе села Красная Горка, Нуриманского района. В школе села Терменева, Салаватского района. В школе села Куганакбаш, Стерлибашевского района. В школе села Озеро, Учелинского района. В школе номер 2 Федоровского района. В школе села Палыклы, Федоровского района. В школе села Подольск, Хайбулинского района. В школе номер 1 села Октябрь, Хайбулинского района. В школе номер 2 села Октябрь, Хайбулинского района. В школе номер 5 рабочего поселка Чишмы, Чишминского района. В школе номер 1 рабочего поселка Чишмы, Чишминского района. В школе села Алгина-2, Чишминского района. Школа номер 1 села Шаранского района. Спасибо. Аю уже умренде кертергетив. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще раз с праздником и добрый путь, хорошо доехать. Еще раз с праздником и еще раз огромное спасибо. Новые автобусы, которые мы вручаем сегодня нашим школам республики, они очень удобные, комфортные, отличаются своей высокой безопасностью. То есть здесь выдвижная подвижка, которая позволяет детям беспрепятственно зайти в салон автобуса. Каждое сиденье этого нового школьного автобуса оснащены трехточными ремнями безопасности. Тахограф для того, чтобы отслеживать, соответственно, маршрут водителей, для того, чтобы, соответственно, смотреть, да, там усталость, перерывы в рабочее время. И, соответственно, устройство, которое нам позволяет в реальном времени ежедневно отслеживать скоростной режим автобуса. То есть здесь стоит ограничитель в 60 км в час. И мы позволяем видеть, куда автобус поехал, с какой скоростью он ездил, да, и расход его топлива. Ну и, наверное, самое главное, эти автобусы, они экономичные, что для нас тоже немаловажно. Это «Газель Next», он 24-местный, там были 18. Выдвижной, да? Выдвижной, да. Заднеприводный вариант. Здесь дополнительный отопитель, тоже поэтому в салоне тепло. Ага. У ребятишек. Сколько времени вот едут они в основном? У нас плечо не должно превышать 20 километров. 20 километров. Ну, это получается 30 минут. 30-40, 60 километров у него потолок скорости. Бензиновые двигатели, дизельных вообще вот не пришли. Радиобарман, да? Тахограф. Радио, по-моему, да. Радио. Есть телефон, да. наушники. Со старого снимут. Есть ЕСП. Для детского сада у нас, для детского сада будет это для детей. кто-то маленький. Да, потому что у нас как раз из 3 деревень будут организовываем. Все понял, потому что тут на самом деле тесновато. Тут, наверное, небольшие. Очень комфортабельно, нам очень нравится. Спасибо большое вам. Вы давно работали? Куртанш, если? Бешевно. Ну, не секрет. Очень исправный родитель. Гараж съела. Гараж съела. Гараж съела. Пойдет процесс. Гараж не да, районның гаражы. Шлай это. Все нормально. Bütün условиялар бар водителерге. Работать и работать. Радфрич, простите, как вам автобус? Знаете, ну, во-первых, это новый автобус, новая техника. Тут не пугайтесь, это я тоже удивился, думаю. Маленькие это такие. совсем для малышей. Это для детских садов. Мы когда собираем детские сады, вот, что я всегда просил, чтобы тепло было. Вот тут два отопителя. Это самое главное. Вот, так что добрый путь с Богом, как говорится. И мы, самое главное, у нас нету сейчас рухляди. Мы все рухлядь кончали. У нас нет уже рухляди? Нет. Автобуса более 10 лет эксплуатации. Нету, да. И плюс мы все равно не останавливаемся. И на следующий год будем закупать. Потому что новые должны ездить. Радфрич, а ведь здесь и федеральный бюджет, есть и республиканские деньги. Мы покупаем именно свои. Мы в этом году на свои купили. 41 плюс вот еще 4 на экономику покупаем, 45 автобусов будет. Так что
Мы не жадные. Спасибо. Пять детей у нас посещают детский сад из 4 деревень. Вот как раз надо было. Водители у нас, как настроение у них? Хорошее настроение, да, мы и квартальные платим им, да, поддерживаем всегда. Да, потому что важно, чтобы он с хорошим настроением ездил. Да. Первый, кого встречает. Да, конечно. с него начинается учебный день, и с него заканчивается. С ним заканчивается. Там стараться, я всегда говорю, чтобы дети слишком долго не ждали. Я понимаю, что там собирают малышей, собирают старшеклассников, в один автобус, чтобы там долго не стояли, не ждали. Нет, у нас сопровождающие учителя, всегда сопровождают, дежурные учителя, их сопровождают, воспитатели. Для детей все равно, если начальные классы пораньше заканчивают, мы для них активности придумываем, чтобы они старшеклассников дождались и вместе поехали. Да. И ГПД где-то у нас группу продленного дня делаем, чтобы там уроки параллельно делали. Домой приехали, уже уроки сделаны. Спасибо большое. Да, Бзелевский район всегда нуждается в автобусах, потому что у нас очень много детей. И особенно для гимназии Медогер Кусимова, которая имеет большое количество учащихся, и мы возим из разных деревень, автобус был необходим. И вот то, что совпало такое очень хорошее праздничное мероприятие, нам вручили автобус именно в день учителя. Поэтому хочется поблагодарить республику, правительство, что эти автобусы нам своевременно предоставили. Эти автобусы отличаются тем, что компактнее, более удобнее, светлые, ну и посадочных мест больше. Если у нас была «Газель» на 10 мест, эта «Газель» рассчитана на 22 места. Я с Янаульского района, самого Янаула, работаю уже в школе именно на школьных автобусах 15 лет. Ну, работал на пазиках раньше. На 2 пазиках, 2 пазика списал за это время. Ну и сейчас получил новую «Газель». Ну, в отличие от пазика, «Газель» экономичная, маневренная, ну и такая пошустрее, чем пазик. Очень приятно ехать на ней. Очень много рейсов, с деревень собираю, с 3 деревень собираю детей, потом с города собираю. У меня очень много работы получается. Ну, практически возишь до обеда. Пообедал и обратно их всех развозишь. То есть там в определенное время, в общем, такая структура работы, что целый день получается. До обеда привозишь, после обеда развозишь. Спасибо большое. Красивый район у нас, я всегда приезжаю, радуюсь. Глава толковая работает, вроде старается. Да, спасибо. Здравствуйте, можно сюда? Давай. Директору покажу своему. Спасибо. Спасибо. Давайте. Спасибо. Спасибо. Давайте. Обменяемся. Можно? Так. Куда, в какой район фотографию едут? 30-я школа-интернат. Глухие детки, Уфа. Серьезно, да? Да. А вы туда собираете, получается, да? Собираем республиканское назначение в Черниковке. На Первомайке за Орленком. Вот так вас финансируют нормально? Все нормально, все хорошо. Детей больше становится? Детей у нас мы держим планочку 108 детишек. 108 детишек А методики появляются? Методики появляются новые, интересные. Мы сейчас на жестовом языке пытаемся и по-башкирски говорить. У нас очень интересные классы, кабинеты, приезжайте. Я с удовольствием. Все, тогда я прямо в ближайшее время посмотрим, может быть, приеду я посмотрю. Обязательно, будем ждать. Владимир у вас «Патриот». Вот на базе у вас «Патриот». Сделали школьно, 5 заказал. Это полный привод. 12. Да. И плюс 2 места. Сопровождающие. Вот здесь камера, смотрите, с записью. Если вдруг что-то произошло, можно видео прокрутить, посмотреть. Дополнительный отопитель. Здесь клиренс. А вот задние двери, они тоже погружаются? Они блокируются, но если в случае чего... Изнутри там есть ремешок, дергаешь, и клиренс 22 сантиметра. Полный привод, да? Полный привод. Это вот для Да. И куда? Видите, они какой? все Бурзян идут, да? Бурзян, Карайдель, Белорецк, Учелы. А, вот туда. Да, все горная зона. Там, где Щебенка,
Да, да, да. А, еще этот один Ишимбайскрен. Ну, классно. Ну, классно. Большое спасибо. Ашайма. А да, фото. Да, да. Рахмат. Все, спасибо. Я работаю в Бурзянском районе, села Старосубканголова, Мабусош, села Старосубканголова. Работаю водителем 10 лет. Вот это будет 10 лет. Сначала я ездил на «Газели» в полном приводе. Там было вот чуть-чуть недоработки, но сейчас вот выпустили УАЗ «Патриот». Ну, как бы у него вот все оснащено, все сделано по электронике, все нормально. Ну, как бы попробуем, съездим, узнаем, какая машина. У нас такая-то еще горная местность. В сторону у нас как бы Верхний Ингуш, вот этот Ямашево. У нас вот дорога только там только плохая фактически. Вот туда и мы, вот, наверное, вот направляют вот этот автобус. Сегодня очень приятный день для нас. Мы так ожидали эту машину. Долго-долго, но вот и погода хорошая. И так ощущение, что как такой раз на душе. Ну так я водителем 8 лет работаю в школьном, а так у меня стаж 30 лет. Поэтому в Уфе в этом году первый раз. И вот получил ключи, ну что ж. И я рад, и мои дети, я могу сказать, что эти мои дети, они будут завтра очень рады. Потому что завтра, наверное, мы на этой машине поедем в школу. Самый плюс, Раид Фаридович, у нас в Пазике это самый прожорливый автобус. 30-35 литров. 30-35 литров. А вот эти вот 12, 14. Вот у этого 14, 12 литров. Ну это же какая экономия для школы? В 3 раза. Да, Харилев. Вам ведь понравилось? Конечно, понравилось. Во-первых, сегодня и настроение хорошее. Я говорю, сегодня день учителя. Мы вот постарались сделать так, чтобы сегодня мы слова благодарности сказали учителям всем. Огромная благодарность. А сейчас вы водители поблагодарили. А сейчас водители, потому что, ну, для водителей тоже работники системы образования, по сути. Я говорю, с этим водителем начинается день у школьника и завершается школьный день. И важно, в каком настроении он встречает, на какой машине. И я с гордостью сегодня говорю, и с благодарностью говорю правительству. Это президентская программа, что настойчиво, упорно мы убрали. Я видел такие автобусы. Вот 3 года назад я смотрел. Сейчас и в дороге поломок нету, и безопасно там, ну и эстетически красиво. Ну, все же все-таки мы цивилизацию двигаем, наши деревни. Спасибо.